Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз». Сегодня в нашей студии советник по GR онлайн-кинотеатра ОККО Светлана Сонина. Светлана, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Рад Спасибо, вас что позвали. Видите и на площадках «Цифрового алмаза». Как вам форум? Насыщенные 2 дня. Форум прекрасный, насыщенные 2 дня, это правда. Я вижу, насколько увеличилось количество участников по сравнению с прошлым годом. Я тоже приезжала. В прошлом году организация тоже была великолепная. Но я вижу, насколько более глубокая программа, насколько больше специалистов из разных областей, и это очень здорово, потому что на самом деле провести форум такого масштаба с привлечением такого количества разноплановых компаний — это очень тяжело. Я представляю, какое большое количество сил потратили организаторы. Но вы все-таки к нам приехали как представитель киносферы, кинобизнеса, поэтому предлагаю строить наш сегодняшний диалог в этом направлении. Давайте про кино, про якутское кино в частности. Вот меня такой вопрос интересует. Регионального кино великое множество. Есть и тувинское, и бурятское, и алтайское кино. Почему все говорят именно о феномене якутского кино? И действительно ли есть там феномен? Феномен якутского кино действительно есть, потому что на самом деле каждая из полнометражных картин якутского производителя становится событием, фестивальным событием, событием для зрителя. И это, правда, выбивается зачастую из других регионов. Феномен якутского кино на самом деле никто не раскрыл. То есть это я вот вас могу спросить, а как вы думаете, в чем же феномен кино вашего прекрасного региона? Но как я это вижу, это сочетание, с одной стороны, общечеловеческих ценностей, которые интересны всем россиянам, а с другой стороны, очень местных, интересных традиций, взглядов, может быть, глубины где-то с другой стороны, и оно в очень правильных пропорциях. То есть оно такое, которое, с одной стороны, заинтересовывает своей глубиной, а с другой стороны, понятно всем. Ну вот тот самый мистицизм, про который, я думаю, многие берут аспекты в свой фильм. Вот я это отвечаю на ваш вопрос, опять же, потому что все-таки в Бурятии это что у нас буддизм, там особо мистицизма места нет. У нас свои какие-то традиционные верования, я думаю, что этим мы и привлекаем. Если говорить о востребованности якутского кино на рынке, все-таки феномен, это же по большей части, ну вот в моей голове это как-то для фестивальной культуры и не для совсем массового зрителя. А в последние годы мы делаем хорошую кассу, я имею в виду якутское кино. Для простого зрителя он также интересен, как и для кинокритиков. Якутский фильм, условно, любой. Так и есть. Он действительно интересен. Понятно, что пока был уклон чуть больше в фестивальное, и, ну, кстати говоря, это неплохо, потому что, когда мы вчера говорили о развитии якутского кино, насколько я помню, озвучивалась цифра, что 200 наград за последние 2-3 года получили картины на большом количестве, в том числе международных фестивалей. Это хорошо, потому что это же фестиваль, это не просто там несколько человек, которые сидят и отсматривают сложные фильмы. Это критики, это отборщики платформ и телеканалов. То есть на самом деле это привлечение профессиональной аудитории, а через профессиональную аудиторию фильмы выходят в широкую, потому что другого, в общем-то, способа нет. И мы видим по нашей аудитории в онлайн-кинотеатре ОККО. У нас есть отдельная подборка якутского кино. Да, она сейчас, например, находится на главной странице. Если говорить про форум, то на первом этаже у коллег из Сбера можно ее посмотреть на большом красивом телевизоре. Вот. И я думаю, что мы покупаем все новинки якутского кино, которые выходят, и здесь мы не уникальны, остальные платформы делают точно так же. То есть не только наша аудитория какая-то особенная, а на самом деле это интересно всем тем, кто хочет смотреть фильмы в интернете. Но тем не менее, не все платформы ставят якутское кино на главное. Как пришли к тому, что нужно поместить этот феномен на самое видное место? Скажем честно, отталкиваясь от запроса? Сейчас мы это сделали для того, чтобы подчеркнуть проведение форума. Но в любом случае, да, мы отталкиваемся от запроса. У нас на главной странице постоянно меняются подборки, самые разные, и в том числе туда встает якутское кино, да. Светлана, тогда я думаю, что якутскому кино есть что показать коллегам из регионов, что можно подчеркнуть в наших фильмах тем, кто хочет снимать, развивать индустрию у себя.
Очень важно, на самом деле, то, что мы тоже обсуждали с коллегами на других секциях. Здесь, конечно, вопрос не столько к коллегам непосредственно киноделам, кинематографистам из других регионов, а может быть к властям. Потому что, на самом деле, феномен якутского кино, он очень сильно поддерживается тем, что ваш губернатор, да, очень активно включен в креативную индустрию, в цифровую сферу. Мы видим, насколько для него это важно и насколько ситуация отличается от многих других регионов. А когда есть поддержка от властей, это очень важно, потому что это система кинокомиссии, это система ребейтов. Коллеги рассказывали, что сейчас строится большой кинокластер, который будет в 2027-2028 году запускаться. Кинопавильон полного цикла, да. Да, это действительно очень важно, потому что одно дело, когда профессионалам приходится самостоятельно что-то делать у себя в регионе, иногда получая поддержку местного министерства культуры, иногда нет, а другое дело, когда они знают, что у них есть постоянная глобальная поддержка. То есть это такая комплексная работа всех сторон, которые в этом заинтересованы. Я думаю, что и главы других регионов будут в этом заинтересованы, потому что креативная индустрия хороший, так скажем, хорошая часть бюджета. Безусловно, главы других регионов в этом кто-то заинтересован сейчас, кто-то будет, потому что на самом деле тренд на креативной индустрии последние годы, последние 2-3 года, он очень важен. Мы видим, что во многих регионах также строятся креативные кластеры, начинают делаться упор не только на кинематограф, также на музыку, на фэшн, на кулинарию. Все это креативные индустрии, которые в том числе, например, позволяют сбалансировать отток молодежи из регионов. Потому что, не секрет, что все-таки, когда молодые люди становятся профессионалами или думают, что становятся профессионалами, им начинает хотеться уехать в Москву, Санкт-Петербург. На Мосфильм. Да. И один из способов остановить это частично хотя бы, это дать им возможность самореализации, поддержки у себя. И я думаю, что эта программа, вот все эти программы, которые главы регионов с поддержкой тоже государственных институций сейчас проводят, они окажут большое влияние в ближайшие годы, мы это увидим. То есть это прекрасный задел на будущее, создавать кино у себя в регионе. Да, это действительно задел на будущее, в том числе для работы с молодыми специалистами и просто молодежью, потому что когда у тебя есть креативный кластер, когда у тебя есть местные модные дизайнеры, местные модные показы, концерты популярных обычно местных музыкантов. Это все создает ту культурную жизнь, которая необходима для того, чтобы полноценно чувствовать себя у себя дома, а не пытаться оттуда сбежать. У нас, не буду скромным, в Якутии все это есть. Светлана, давайте поговорим про платформу ОККО. Как сейчас развивается сервис, какие трудности преодолел и каких показателей достиг? Мне что интересно. Онлайн-кинотеатр ОККО – это один из крупнейших онлайн-кинотеатров в России. У нас самая большая медиатека, это значит, что у нас 95 тысяч единиц контента, это самое большое количество из всех онлайн-кинотеатров. Причем упор, конечно же, делается на полные метры и сериалы оригинального производства. Я думаю, очень многие из зрителей видели сериал «Лихие», который сейчас премьерится, и, может быть, даже ждут его новых серий. Да. Но помимо этого, на самом деле, сейчас в онлайн-кинотеатрах, особенно у нас, существует большое количество другого контента. Мы делаем большой упор на документальное кино. Это для нас довольно важное направление. Есть шоу, есть обучающие программы. Очень большой упор мы делаем на детскую программу. У нас есть отдельный детский профиль, он безопасный. Родители настраивают, соответственно, переход от детского профиля во взрослый, могут не опасаться того, что ребенок случайно выйдет и, перестав смотреть мультики, начнет смотреть что-то для него не предназначенное. Там большое количество анимаций и детских фильмов, и у нас очень сильно выросло смотрение именно этого раздела за последний год. Мы считаем, что это очень важно, потому что детское смотрение – это семейное смотрение сейчас в первую очередь. И, конечно, на это уделяем очень много времени. И, например, «Союзмультфильм» — это наш большой партнер. Мы софинансируем, наверное, все новые проекты, которые «Союзмультфильм» выпускает за последний год. И, например, сериал «Простоквашино», который выходит уже
несколько лет. Легендарный. Да, да. Это один из самых популярных анимационных тайтлов у нас в онлайн-кинотеатре и самый узнаваемый среди детей, один из самых узнаваемых. Светлана, а в какой момент решили, так скажем, переформатироваться от просто платформы, где можно смотреть в кино, в настоящий продакшн? Ну, сериалы, детский контент, документалистика, это же огромный цикл производства. На самом деле это такой, скажем так, это был комплексный путь, это же происходило не в один момент. Например, переход от, в принципе, просто покупки полных метров, на которых, в общем-то, жили и строились все онлайн-кинотеатры до определенного момента, переход от этого к производству собственных сериалов произошел в районе с 20 по 22 год, и он был обусловлен более широкой доступностью интернета, примером западных конкурентов, не знаю, насколько их можно сейчас назвать коллегами, да, примеры западных онлайн-кинотеатров, когда стало понятно, что можно финансировать самостоятельно контент и получать большое количество зрителей и отклика на этом. Я понял, про каких коллег вы говорите, да. Соответственно, детские показы у нас были всегда. Что касается, например, шоу, концертов и прочего, этому дал, как это ни странно, торчок эпидемия коронавируса, потому что, опять же, мы были первой платформой, кто начал в момент самоизоляции транслировать концерты популярных исполнителей. Тогда они давались перед пустым залом, и мы делали прямую трансляцию, дальше в записи. Мы сейчас это продолжаем, но сейчас мы все можем делать это не перед пустым залом, а перед нормальной площадкой. Живой аудиторией, да. Да, перед живой аудиторией, но мы, собственно, это продолжаем. И сейчас, конечно, упор на сериалы, он очень большой. Мы за прошлый год, за 23-й год, мы произвели 22 оригинальных продукта. В этом году, по итогам 24 года, будет еще больше. Это в месяц по 2, грубо говоря. Ну да. Слушайте, ну темпы более чем опережающие. Светлана, в заключение хочу спросить. Вот мы сегодня с вами перечислили все основные аспекты работы онлайн-кинотеатра ОККО. Вот приходишь домой, условный пользователь телевизора, компьютера, любого устройства, включает свое устройство. Там очень много разных онлайн-кинотеатров. И оранжево-черные, и розовые. Не буду сейчас называть, знаю, что не хотите с конкурентами, возможно, упоминаться. Мы все друзья по Хорошо, индустрии. с друзьями, возможно, в одной компании, но тем не менее, что отличает выгодно ОККО от всех других компаний, которые есть сегодня на рынке? Ну, как я сказала, у нас действительно самая большая библиотека. Это важно для зрителя. У нас очень хорошая система рекомендаций. И у нас очень хорошо, на самом деле, построена главная страница. То есть человек приходит, и он всегда находит, что ему посмотреть, тратит на это не очень много усилий. И на самом деле еще очень важный момент сейчас для онлайн-кинотеатра – это продукт. У нас потрясающий продукт, сам онлайн-кинотеатр, то есть не наполнение, не кино, он доступен на всех устройствах. Мы показываем через него контент в 4К. У нас, как я сказала, безопасный детский профиль и множество других настроек, которые делают максимально удобным смотрение. У нас никогда не зависает никакой контент. И мы показываем ОККО Спорт. Это тоже очень важно. То есть всю целевую аудиторию, в принципе, охватывает? Конечно, конечно. Светлана, очень приятно было с вами сегодня пообщаться. Уверен, что в ближайшем будущем еще больше якутского кино, а там еще якутская анимация, мультипликация прибавится. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Это было актуальное интервью. До встречи.